В закритому режимі та під пильним наглядом озброєної варти окупаційний Верховний суд Криму залишив усі обранців Нарімана Джеляла та братів Азіза та Асана Ахтемових. Вони брали участь у засіданні відеозв'язком з ізолятора. Навіть попри це на засідання не пустили ані громадянських журналістів, ані слухачів чи родичів політв'язнів. Суду пригнали огромное количество силовиков, сотрудников полиции. Внутри суд был укреплен отрядом спецназа Федеральной службы судебных приставов. Также у суда присутствовал автозак. Власти, по всей видимости, предполагали, что будут какие-то инциденты. И несмотря на то, что поддержать Наримана, Асана, Азиза пришли десятки людей, никаких инцидентов, наверное, к сожалению, российских властей так и не произошло. Бранці залишаться під вартою в СІЗО Сімферополя до 23 лютого. Усі доводи захисту про зміну запобіжного заходу, бодай на домашній арешт, окупанти відкинули. Захист наголошує, що силовики не мають жодних доказів, аби тримати бранців під арештом. Все трое, и Нариман, и Азиз, и Асан, они уверенно говорили о том, что никогда не имели ни планов совершения данных преступлений, соответственно, никогда не имели цель скрываться от суда или следствия. Они, наоборот, заинтересованы в том, чтобы оставаться в Крыму и продолжать принимать участие не из следственного изолятора, а находясь на свободе или даже под домашним арестом в этих судебных процессах. Все было предрешено, судья был в совещательной комнате меньше времени, чем необходимо было бы даже распечатать судебное решение. То есть все было заготовлено заранее. Но это не означает, что мы, понимая всю обреченность защиты в таком уголовном деле, не будем продолжать бороться. Нариман готов жестко, четко и поступательно отстаивать свою позицию невиновного человека. Будет это делать максимально открыто, несмотря на любые ограничения, которыми российские власти попытаются заткнуть ему рот. И я убежден, что в конечном счете, какой бы ни был бы приговор, это будет приговор самой системе от лица кримськотатарського народу. Дружинам бранців, які прагнули побачити своїх чоловіків, дозволили це зробити лише на 5 хвилин, коли окупаційний суддя оголошував своє рішення. И в течение 5 минут вот мы могли видеть по видеосвязи их. Настроение у всех было нормальное, хорошее. Передавали всем огромные приветы. В этот раз собралось, несмотря на погоду, холодно достаточно, на улице очень много людей. Чок сагула нас за поддержку. А Нариман, Азизах и Асан передавали всем огромные приветы. Здоровье у них хорошее, в принципе, никто не болеет, не жаловался. Они были счастливы нас увидеть, и мы были счастливы их увидеть. Настроение на целый день обеспечено нам. Враховуючи те, що Наріман Джелял та брати Ахтемови отримали обвинувальні акти, розгляд справи по суті розпочнеться у найближчі 2 тижні, каже адвокат Микола Полозов. Їх затримали 3 та 4 вересня та звинуватили у нібито диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Сімферополем. Згодом Джеляла звинуватили ще й у контрабанді вибухівки. Так окупанти помстилися Наріману Джелялу за його участь у Кримській платформі.